встречи, дорогие наши телезрители. Снова с вами я, Юлия Барбакова. Поздравляю вас с рабочей неделей. Желаю вам продуктивного дня. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Его зовут Арслан, даже на «вам». Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас сегодня видеть. Ну, традиционный вопрос нашей программы. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Меня зовут Арслан. Я спортсмен-любитель. Родился в селе Усть-Илегец Кызылского района. Образование у меня учитель физической культуры. Сейчас работаю тренером в зале Best CrossFit. Люблю свободное время писать стихи, читать книги, смотреть познавательные фильмы в интернете. Интересно. Вот писать стихи и песни, почему вы не сказали? Да, Арслан также пишет песни, записывает. Как вы пришли к тому, что вы стали тренером? 4 года назад я стал ходить в зал Best CrossFit. Там тренировался. Потом я встретился с тренером, с Айхрелом Челюшем. Он же сейчас у нас в Туве самый известный классический бодибилдер. Познакомились, и появилась возможность учиться в Красноярском крае персональным тренером. И туда поехал, отучился, получил сертификат, приехал и начал работать. Сначала как клиент сам ходил туда, потом я стал тренером. Классно, от клиента до тренера. Несколько шагов получается, да? Кстати, я тоже хожу в зал, может, я тоже скоро стану тренером. Ладно, шучу, наверное, это не мое. Нет, не может быть, я не хочу. Мне надо хотя бы себя в порядок привести, а потом уже идти до вершины. А до этого, какое у вас было тело? Вы были пухлым, может быть, и вы так резко похудели? Или вы всегда держали свое тело в тонусе? Да, я всегда старался держать себя в форме. С школьных времен я начал заниматься там не каждый день, а просто там держал себя в тонусе. И в футбол тоже играл часто. И, как я себя помню, толстым я никогда не был. Я знаю, что вы участвовали в бодибилдинге в прошлом году, да, и заняли 3-е место, если я не ошибаюсь. Да. Расскажите, пожалуйста, что такое вообще бодибилдинг и про свое участие? И если не секрет, что вы выиграли? Бодибилдинг – это соревнования атлетов не в силе, в скорости, там выносливости. И это соревнования по эстетике тела. Сначала атлет набирает мышечную массу, потом максимально сжигает жир, потом наносит грим и выходит на сцену, демонстрирует свое тело. А как наносится грим? Грим наносится там, вручную тоже наносится. А еще есть такие специальные пистолеты, а там краска. И эта краска тоже специальная краска именно для кожи. Как это происходит? Типа ты сидишь, такой мажешься? Можно так, да, вручную можно с фаликом, там, с кисточкой, но это очень трудно будет. А чем вы пользовались? За Саянами у нас приезжает каждый чемпионат гримерщики, так назовем их. И у них все есть. Классно. Оплату сделал, все. А потом как это все отмывать? Просто идешь в душ? После соревнований пойдешь в душ и все. Это нормально, да? Сразу отмывается. Сразу отмывается. Конечно, чуть-чуть остается, но это незаметно. Прикольно, прикольно. То есть бодибилдинг это, то есть выигрывает человек, у которого больше мышц или... Видите, это тоже зависит от категории, там разные категории. Да, если сказать чисто бодибилдинг, да, там выиграет тот человек, у кого который большая масса мышц и
как сказать, там эстетика. Там все профессионально должно быть. Все мышцы накачанные. А есть тоже другие там категории. Классический бодибилдинг. Там уже спортсмены, можно сказать, чуть меньше. И еще пляжный бодибилдинг. Это атлеты, ну, как модели, ну, чуть накачанные такие. И они в таких длинных шортах выходят. А вы выиграли именно по какой номинации? Я участвовал в пляжный бодибилдинг. Пляжный бодибилдинг. Так, то есть вы модель. Ну, сам я себя не считаю моделью. Ну, класс. Можно сказать, любителем. Да. А что вы выиграли? Там, когда я занял тут 3-е место, приз, денежный приз был, потом сертификаты разные. Если не секрет, куда потратили? Ну ладно, это секрет, да. Мы потом дальше поехали в Красноярск тоже участвовать. И туда тоже надо было много денег. Бодибилдинг это дорогой спорт, можно так сказать. Да, там всякие лекарства, протеины всякие надо пить, да? Да, спортивное питание. Потом во время соревнований там взнос, грим. Вот это все стоит больших денег. Некоторые считают, что бодибилдинг это конкурс красоты. Но лично я думаю, что это и конкурс красоты, и спорт. Вот так думаю. Да, ну классно, классно. Я так-то люблю смотреть на всяких бодибилдеров, да, они такие все красивые, стройные, парни красивые. Не каждый день смотришь на таких красивых парней. А как вы думаете, чего вам не хватило занять там, допустим, 1-е место? Видите, в прошлом году, когда я участвовал, были спортсмены, ну, за Саянами. Получается, у них там вот эти соревнования уже давно проводятся. Да, проводятся. И вот эти атлеты по сравнению с нашими, они более атлетичные. У них опыт тоже большой. Поэтому я думаю, у меня мышечной массы не хватило. Вот так думаю. Но видите, пляжный бодибилдинг это не как там классический или бодибилдинг. Там требуется меньше мышц. Там большие плечи надо и узкая талия. Можно вас попросить, пожалуйста, продемонстрировать некоторые позы? Я вот, допустим, хожу в зал и смотрю, там перед зеркалом стоят парнишки такие, показывают себя так красиво, вот так вот. Можно посмотреть? Да, можно. У пляжников там позирование меньше, чем у классиков или у бодибилдеров. Там всего лишь 4 стойки. Так, спереди. А как эта стойка зовется? Передняя, да? Ну да. Потом на правую сторону поворачиваемся. А так мы грудь показываем или что мы показываем? Боковые мышцы, пресс, грудь, плечи. Какая у меня грудь, смотрите, зрители. Потом спину. Спину. Потом еще спереди. И все, вот. 4 позиции. Классно. Мне кажется, это тоже сложно учиться всему этому. Потом уже привыкать. А вы не планируете в этом году участвовать? Или те, кто уже участвовали, не имеют права участвовать снова? Нет, можно участвовать. Ну, а вы планируете? Да, я уже как раз готовлюсь. У меня идет сушка. Как вы переживаете этот момент сушки? Все становится серым. Вот так можно сказать. Да. Я бы без еды не смогла прожить и час, и 30 минут. А вам нельзя, нам, да, нельзя. А потом после участия можно покушать? Да, можно. 3 принципа, чтобы держать свое тело в тонусе. Ну, чтобы быть стройным, да, красивым. Это
сбалансированное питание, потом физические упражнения и правильный отдых. Правильно. Да, вот эти 3 основные принципа. Хорошо. А как вы питаетесь? Ну, то есть, если бы до бодибилдинга был еще год, да, ну, представим ситуацию, вы можете скушать пиццу? Там, Да, можно. А потом идете в зал и отрабатываете? Видите, это тоже зависит, от генетики тоже зависит, потому что мы все разные. Какое ваше любимое упражнение? И если можно, можете его здесь продемонстрировать? Нет, тут не получится, потому что тут у вас нету турника, брусьев. То есть... Я люблю подтягиваться, отжиматься на брусьях. Перед бодибилдингом я занимался воркаутом. Это упражнения на турниках, на брусьях. В основном на улице занимается. В зимнее время, да, у нас на улице холодно, поэтому придется идти в зал. Бодибилдингом я начал заниматься 2 года назад. 2 года назад. И у меня таких далеких планов нету. В этом году поучаствую тут в нашем чемпионате и, наверное, все. А почему? Потому что мне интересно заниматься именно воркаутом. Бодибилдинг для меня это просто чисто для опыта, получается. Как тренер я должен пройти вот этот путь. То есть все тренеры должны заняться бодибилдингом, да? Не все, но желательно, да, чтобы они тоже знали. Смотрите, очень много у нас молодых ребят, которые занимаются спортом, да, бодибилдингом. Ну и помимо них тоже есть ребята, да, которые чем-либо вообще занимаются. Что вы можете им пожелать? Чтобы они никогда не останавливались, чтобы добились поставленной цели. Не все сразу не все придет со временем. Надо быть терпеливыми. Накачать мышцы или там достичь каких-то результатов в спорте, это тоже тяжелый труд и много времени надо будет. Послушайте советы Арслана. Нужно быть терпеливыми, нужен упорный труд, чтобы прийти к своей цели. И никогда не сдавайтесь. Если вы не будете сдаваться, победа, успех всегда будет за вами. Ну что, дорогие наши телезрители, с вами была Юлия Барбакол, Арслан Даженова. Слушайте его песни, записывайтесь на тренировки и смотрите нашу программу «Вечерняя Тува». Берегите себя и своих близких.